Здравствуйте, ребята! Меня зовут Катерина, я работаю ведущей национальной вещательной компании в утренней передаче. И сегодня я вам прочитаю сказку о Снегурочке. Жил-был крестьянин Иван, и была у него жена Марья. Жили Иван да Марья в любви и согласии, вот только детей у них не было. Так они и состарились в одиночестве. Сильно они о своей беде сокрушались и только глядя на чужих детей утешались, а делать нечего. Так уж, видно, им суждено было. Вот однажды, когда пришла зима, да нападала молодого снегу по колено, ребятишки высыпали на улицу поиграть, а старички наши подсели к окну поглядеть на них. Ребятишки бегали, резвились и стали лепить бабу из снега. Иван с Марьей глядели молча, призадумавшись. Вдруг Иван усмехнулся и говорит: «Пойти бы и нам, жена, да слепить себе бабу». На Марью, видно, тоже нашел веселый час. «Что ж, — говорит она, — пойдем разгуляемся на старости. Только на что тебе бабу лепить? Будет с тебя и меня одной. Слепим лучше себе дитя из снегу, коли Бог не дал живого». «Что правда, то правда, — сказал Иван, взяв шапку и пошел в огород со старухою». Они и вправду принялись лепить куклу из снегу. Скатали туловище с ручками и ножками, наложили сверху круглый ком снегу и обгладили из него головку. «Бог в помощь! — сказал кто-то, проходя мимо. «Спасибо, благодарствуем! — ответил Иван. «Что же это вы поделываете?» «Да вот что видишь, — молвит Иван. — Снегурочку! — промолвила Марья, засмеявшись. Вот они вылепили носик, сделали 2 ямочки во лбу, и только что Иван прочертил ротик, как из него вдруг дохнуло теплым духом. Иван второпях отнял руку, только смотрит. Ямочки во лбу стали уж на выкате. И вот из них поглядывают голубенькие глазки, вот уж и губки, как малиновые, улыбаются. «Что это? Не наваждение ли какое?» — сказал Иван, кладя на себя крестное знамение. А кукла наклоняет к нему голову, точно живая, и зашевелила ручками и ножками в снегу, словно грудное дитя в пеленках. «Ах, Иван, Иван!» — вскричала Марья, задрожав от радости. «Это нам Господь дитя дает!» И бросилась обнимать Снегурочку. А со Снегурочки весь снег отвалился, как скорлупа с яичка. И на руках у Марьи была уже в самом деле живая девочка. «Ах ты моя Снегурушка дорогая!» — проговорила старуха, обнимая свое желанное и нежданное дитя, и побежала с ним в избу. Иван на силу опомнился от такого чуда, а Марья была без памяти от радости. И вот Снегурочка растет не по дням, а по часам, и что день, то все лучше. Иван и Марья не нарадуются на нее, и весело пошло у них в дому. Девки с села у них безвыходно. Забавляют и убирают бабушкину дочку, словно куколку. Разговаривают с ней, поют песни, играют с ней во всякие игры и научают ее всему, как что у них ведется. А Снегурочка такая смышленая, все примечает и перенимает. И стала она за зиму точно девочка лет 13. Все разумеет, обо всем говорит и таким сладким голосом, что заслушаешься. И такая она добрая, послушная и ко всем приветливая, а собою она беленькая, как снег. Глазки что незабудочки, светло-русая коса до пояса, одного румянцу нет вовсе, словно живой кровинки не было в теле. Да и без того она была такая пригожая и хорошая, что загляденье. А как бывало разыграется она, такая утешная и приятная, что душа радуется. И все не налюбуется Снегурочкой. Старушка же Марья души в ней не чает. «Вот, Иван, — говаривала она мужу, — даровал-таки нам Бог радость на старость. Миновалась-таки печаль моя задушевная». А Иван говорил ей: «Благодарение Господу, здесь радость не вечна и печаль не бесконечна». Прошла зима, радостно заиграло на небе весеннее солнце и пригрело землю. На прогалинах зазеленела мурава и запел жаворонок. Уже и красные девицы собрались в хоровод под селом и пропели: «Весна красна, на чем пришла, на чем приехала? На сошечке, на бароночке». А Снегурочка что-то заскучала. «Что с тобою, дитя мое?» — говорила не раз ей Марья, приголубливая ее. «Не больна ли ты? Ты все такая невеселая, совсем с личика спала. Уж не сглазил ли тебя недобрый человек?» А Снегурочка отвечала ей всякий раз: «Ничего, бабушка, я здорова». Вот и последний снег согнала весна своими красными днями.
Зацвели сады и луга, запел соловей и всякая птица, и все стало живей и веселее. А Снегурочка сердечная еще сильнее скучать стала. Дичится подружек и прячется от солнца в тень, словно ландыш под деревцем. Ей только и любо было, что плескаться у студеного ключа под зеленую ивушкой. Снегурочке все бы тень да холодок, а то и лучше частый дождичек. В дождик и сумрак она веселей становилась. А как один раз надвинулась серая туча да посыпала крупным градом. Снегурочка ему так обрадовалась, как иная не была бы рада и жемчугу перекатному. Когда ж опять припекло солнце и град взялся водою, Снегурочка поплакалась по нем так сильно, как будто сама хотела разлиться слезами, как родная сестра плачется по брату. Вот уж и пришел весне конец, приспел Иванов день. Девки с села собрались на гулянье в рощу, зашли за Снегурочкой и пристали к бабушке Марье. «Пусти да пусти с нами Снегурочку!» Марье не хотелось пускать ее, не хотелось и Снегурочке идти с ними, да не могли отговориться. К тому же Марья подумала, авось разгуляется ее Снегурушка. И она принарядила ее, поцеловала и сказала: «Пойди же, дитя мое, повеселись с подружками. А вы, девки, смотрите, берегите мою Снегурушку, ведь она у меня, сами знаете, как порох в глазу». «Хорошо, хорошо!» – закричали они весело, подхватили Снегурочку и пошли гурьбою в рощу. Там они вили себе венки, вязали пучки из цветов и распевали свои веселые песни. Снегурочка была с ними безотлучна. Когда закатилось солнце, девки наложили костер из травы и мелкого хворосту. Зажгли его, и все в венках стали в ряд одна за другою, а Снегурочку поставили позади всех. «Смотри же», — сказали они, — «как мы побежим, и ты также беги следом за нами, не отставай». И вот все, затянувши песню, поскакали через огонь. Вдруг что-то позади их зашумело и простонало жалобно: «Ау!». Оглянулись они в испуге. Нет никого. Смотрят друг на дружку и не видят между собой Снегурочки. «А верно, спряталась шалунья», — сказали они и разбежались искать ее, но никак не могли найти. Кликали, аукали, она не отзывалась. «Куда бы это она девалась?» — говорили девки. «Видно, домой убежала», — сказали они потом и пошли в село, но Снегурочки и в селе не было. Искали ее на другой день, искали на третий, исходили всю рощу, кустик за кустик, дерево за дерево. Снегурочки все не было, и след пропал. Долго Иван и Марья горевали и плакали из-за своей Снегурочки. Долго еще бедная старушка каждый день ходила в рощу искать ее. И все кликала она, словно кукушка горемычная: «Ау, ау, Снегурушка! Ау, ау, голубушка!» И не раз ей слышалось, будто голосом Снегурочки отзывалась: «Ау!». Снегурочки же все нет как нет. Куда же девалась Снегурочка? Лютый ли зверь умчал ее в дремучий лес? И не хищная птица ли унесла к синему морю? Нет, не лютый зверь умчал ее в дремучий лес. И не хищная птица унесла ее к синему морю. А когда Снегурочка побежала за подружками и вскочила в огонь, вдруг потянулась она вверх легким паром, свилась в тонкое облачко, растаяла и полетела в высоту поднебесную. Вот такая зимняя сказка, дорогие ребята. Учит она нас тому, чтобы мы слушали своих родителей, были осторожными и внимательными. Поздравляю вас с Новым годом! Верьте в чудеса! Будьте счастливы!